Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Ваш мужчина наизнанку. Все, что у него к вам есть на данную минуту. Все то, о чем вы даже и не догадывались. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Настройтесь одним словом на гадание. Несколько раз можете позвать вашего мужчину. Вы должны почувствовать его рядом. Давайте посмотрим, что же у него там внутри. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, ваш мужчина наизнанку. Что у него там к вам? Что скрывал, о чем никогда не говорил и не скажет? И мысли, чувства. Так. У этого мужчины конкретные сейчас перемены происходят в его психике, в его каком-то внутреннем состоянии, в его внутреннем мире. Этот человек, он чувствует, что время идет, да, а ничего не происходит. Знаете, какое-то вот обострение, да, я бы даже сказала, уже что-то, какие-то симптомы, может быть, кризиса среднего возраста. Его сейчас очень многое пугает, очень многое ему стало непонятным, неясным. Вы очень сильно в его глазах поменялись. Да, вы пара, но между вами есть сейчас какая-то стена. Стена из времени. Вот прям время идет, вот прям мешает. Он вас, не догоняет, да, не догоняет. Он не понимает, чем вы живете, он не понимает, к чему стремитесь, о чем думаете, о чем мечтаете. Вот вы говорите ему что-то, а он просто, он видит, что вы рот открываете, да, а вот как будто звука нету. Те слова, которые вы используете, для него, незнакомые, да, он не понимает смысла этих слов. То есть мужчина очень сильно отстал от вас. Вот такая идет ситуация. Его это очень беспокоит, потому что он не желает вас терять, вот несмотря ни на что. Отношения, конечно, на данный момент непростые. Здесь либо охлаждение пошло в отношениях, либо пошли такие вот колючие ситуации, претензии и вот прям таких вбросов, да, которые вы друг другу делаете. Но опять же таки, да, то, что вы говорите, до него тупо не доходит. Вы простите, извините, но я вижу именно так. Вот то, что говорит он вам, вы воспринимаете, но вы воспринимаете со своей позиции. И эта позиция, она больше похожа на позицию жертвы. То есть вам кажется, что он вас гнобит, что он вас где-то недопонимает, либо ведет себя вот таким образом, чтобы сделать вам больно, чтобы вас обидеть. Вот, на самом деле нет, мужчина так себя не ведет, он просто потерялся. У него какой-то вот прям тяжелый случай происходит, я не знаю, в работе, среди там коллег, друзей. Какая-то грустная история у него на уме. Грустная история о том, как, не знаю, там семья разрушилась, либо бизнес у кого-то прогорел. То есть он сейчас очень сильно напуган. Вот у кого-то пойдет за семью, если вы с ним в браке, в семье, либо за бизнес, потому что время какое-то прям тяжелое, прям тяжелое. Он плохо спит, он плохо кушает, он беспокойный весь, какой-то нервный стал. То есть очень сильно на него сказывается обстановка вокруг. А у вас, знаете, у вас какие-то более вот прям возвышенные претензии к нему, да, что там не хватает чувств, не хватает эмоций, романтики, хочу любви, хочу там, не знаю, путешествия. А для него это вообще не доходит. Для него вот просто как есть такое понятие белый шум, да, когда ничего не понятно, это какие-то прям звуки кряхтящие, да, шепот какой-то идет. Вот так он воспринимает. Знаете, у него очень тяжелая ситуация. У него сейчас на душе просто вот такой огромный черный камень, который его, придавил, да, такая плита придавила вашего мужчины, и ему никак из нее не выкарабкаться. Он пытается, он барахтается, но помочь некому, потому что с вашей стороны как-то все время к нему претензии идут.
Вот прям он чувствует, что к нему прям такими острыми ножами, дротиками летят претензии. А у вас, ну, вы смотрите на него, вам кажется, что он вообще ничего не делает, да, что он там живет с какой-то своей жизнью, зациклен на каких-то своих делах, и, в принципе, все, да, все, что он делает, спит, кушает, да, там, извините, в туалет ходит. Вот такая у него жизнь. Вам почему-то кажется, что он интересуется больше там друзьями, работой и прочим, да, чем вами и вашей семьей, если вы в паре, в браке. Так, знаете, у мужчины у вашего вот прям чей-то образ стоит, человека, который все потерял, да, опять же таки, что потерял, либо бизнес, либо семью. И вот он все время вот видит этого человека, и ему кажется, что вот я следующий, да, что уже там колокол по мне звонит, и у меня тоже вот какая-то неприятность в жизни может произойти. У вас очень с ним сильная сцепка идет по энергетическим вот полям. Скорее всего, вы из прошлой жизни с ним были вместе, вы пара, вы прям, ну, скажем так, две половиночки, да, но у вас какой-то прям запущен какая-то программа деструктива на сегодняшний день. Вот виной этой всей ситуации, виной является ваш мужчина, потому что он слишком скрытный, потому что он слишком такой, знаете, он раньше вас, когда слушал, когда вы ему что-то говорили, он всегда соглашался, говорил, хорошо, хорошо, как скажешь, как скажешь. Потом приходило время, он просто тупо либо не делал, либо, ну, типа, я ничего не знаю, да, пусть будет как будет. То есть вел себя странным образом. У него вот эта модель поведения, она притянутая, это не его. Он либо это считывал со своей семьи, со своих, например, там мамы, папы, может быть, там дедушки, бабушки, с кого-то он считывал эту модель. Либо с кого-то, там, например, друзей, которые там с ним близко общались и у которых была семья. То есть, типа, там, соглашайся со всем, а там как Бог даст, да. Вот. У вас было очень много надежд относительно этого человека, потому что он всегда со всем соглашался, может, даже что-то и делал. Но опять же таки, это не было все 100%. Это был какой-то намек. Намек, что да, вот, дескать, я делаю, смотри, вот, да, видишь, я стараюсь. Я стараюсь, но не получилось, да. То есть какие-то такие моменты. И сейчас вы просто не понимаете, как все это скатилось, ну, к таким руинам, да, тут просто руины между вами. Так, у мужчины, кстати, возможно, на вот такой нервной почве может быть прям обострение, либо по алкоголю пойти, вот прям, либо по здоровью. Он может просто заболеть, вот, не знаю, там, слечь с депрессией. Может быть, какой-то вирус на него нападет, потому что у него иммунитет идет прям ослабленный из-за вот этих всех переживаний. У него очень сильная стрессовая ситуация, по нем не видно, но он вообще практически, еще раз говорю, да, он как будто бы не спит, у него такое дремание, процесс дремания, мозг вообще не отдыхает, и вот-вот мозг закипит. Здесь мне не очень нравится эта ситуация, потому что мужчина ваш, он взрывоопасен. Вот как хотите, лучше лишний раз его не провоцируйте на какие-то там разговоры, споры, выяснения, не надо. Вы ничего от него не добьетесь, а можете просто вот запустить взрывной механизм. Вот такой может быть момент. У него должен быть выход. Он уже вот прям, знаете, прям по самую макушечку наполнился такой жгучей энергией. Она на него прям давит, уже там, не знаю, сквозь уши у него, сквозь нос выливается. У него будет какой-то триггер. Опять же таки, это может быть на работе, а может быть, вы его так вот прям выведете из себя, да, что он взорвется. И тогда мало место покажется, да, всем. Да. Смотрите, я вас предупреждаю, лучше мужчину в ближайший месяц, да, возьмите месяц, не трогать, не обращать внимания и постараться, ну, прям не цеплять его ни словами, ни делами. Пусть делает, что хочет. Вот прям дайте ему вот это вот время, карт-бланш, да, делай, что хочешь. Если у него этот взрыв произойдет на работе, то если он на кого-то работает, то он может прямо уволиться. Если это его личный бизнес, то он может просто, я не знаю, там, ну, психануть, да, все забросить и, ну, просто выйти, да, из этого бизнеса. То есть тут прям такое. Мужчина будет жечь все мосты. Если это произойдет в доме, например, вы будете этим триггером, он может просто от вас уйти. Психанет, хлопнет дверью и уйдет.
Вот, поэтому доводить до этого не стоит. Эта ситуация, она временного характера, но последствия очень такие губительные, да, могут быть, особенно для семьи, для отношений. Смотрите, мужчина переживает о том, что он недостойный вас, он недостойный, даже не знаю, как это правильно сказать, да. Иногда ему кажется, что я вообще там недостоин жить, потому что я там ничтожество, я размазня, я ничего не могу. Он очень самокритичный. Но когда он сам себя критикует, это нормально. Когда его кто-то критикует, то это для него очень болезненно происходит. Поэтому я вижу, что он прям такой показывает, да, что есть какие-то ваши слова, которые его очень сильно ранят. Причем даже это не сейчас происходит, а происходило раньше. Что-то вы ему такое говорили. А у него какая-то память, как у слона, да, это все у него отпечаталось на подсознании. И вот он лишний раз боится с вами поговорить, чтобы, ну, не услышать о себе какие-нибудь, в кавычках, добрые слова. Да, вот так вот идет. Здесь мужчина очень сложный. У него какое-то странное психологическое вот состояние, да, вот у него отношение какое-то, психика какая-то нарушенная, может быть. Здесь человек либо он такой маниакального типа, да, который такой молчун до времени, а потом, как говорится, в тихом омуте, да, черти водятся. Либо мужчина, наоборот, слишком активный, агрессивный, может быть слишком громкий и, ну, такой, знаете, нелегко с ним там диалог построить и нелегко с ним вообще о чем-то договориться. Здесь нужно, конечно же, проходить практики либо духовного характера, либо, ну, с психологом поработать. Потому что он в деструктиве, он себя загоняет вот это все, он хранит, терпит, это у него прям там складируется, как я говорила, да, огромная плита его давит, он дышать не может спокойно, да. И вы, его любимая женщина, та, о ком он мечтал, ту, которую он так с таким большим трудом добился, не знаю, расположил к себе, вы его тоже очень сильно раните. И он, знаете, вот как будто бы ему не с кем поговорить, как будто бы ему, ну, не перед кем, там, не знаю, там, излить душу. Вот такой момент происходит. Я не вижу, чтобы вы стали вот именно в этом плане друзьями, чтобы он изливал душу вам, но вы можете стать его, скажем так, поддержкой и, как бы вам это сказать, да, наставником в чем-то, да, давать ему советы. Но опять же таки, как вы будете давать ему эти советы? Не нужно говорить, что ты тупой, надо делать так. А нужно говорить, что вот помнишь, у тебя была вот такая вот идея, она очень хорошая, мне очень понравилась, я считаю, что у тебя получится. Знаете, он с каким-то с хитрецой заходить, да, с каким-то маневром. И тогда все будет у вас улучшаться по отношениям. Если мужчина не свободный, то тоже может быть такая ситуация, то его семья, она просто там, я не знаю, на волосинке держится. Буквально еще там пару месяцев, и все, там все рухнет окончательно и бесповоротно. И что бы там, например, его супруга там не пыталась бы делать, ну, у него уже, как говорится, крышу просто сорвет, и он уже ни на что не пойдет и не согласится. Так что, мои дорогие, от вас в данный период времени требуется спокойствие, поддержка этого человека, и ни в коем случае нельзя его ранить ни словами, ни делами. И все получится. Он сейчас и так в очень тяжелом состоянии, наказан, раздавлен, разбит. И что самое интересное, эта ситуация, она еще будет продолжаться, пока он не выплеснет весь тот негатив, который накопился. А накопился он за последние, даже не знаю, там, ну, 10 лет, скорее всего, да, вот прям продолжительный срок. Потому что вот я вижу его, да, в энергетическом плане, у него вот прям уже по глаза уровень, да, негатива находится. Еще чуть-чуть, и все. И будет прям вулкан. Поэтому, девочки, будьте аккуратны, не спорьте с ним. Пусть делает, что хочет, пусть он лучше где-то там на улице, да, взорвется, извергнется, да, а к вам уже придет человеком опустошенным, но спокойным. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.